Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за третью четверть. Прослушайте текст и выполните задание про зубастого крокодила. Назови главного героя рассказа. Крокодил. Найди верные и неверные предложения по прослушанному тексту. Крокодил был злой от того, что у него болели зубки. Это правильная информация. Крокодил был злой от того, что у него болел живот. Это неправильная информация. В говорении перескажите прослушанный текст, опираясь на вопросы. Почему крокодил был злой? Потому что у него болели зубы. Крокодилу помог врач. Крокодил стал добрым, потому что у него перестали болеть зубки. Как ты ухаживаешь за своими зубами? Я чищу зубы каждый день. Я чищу зубы утром и вечером. Прочитайте текст «У страха глаза велики». И ответьте на вопросы. Кого испугались бабушка, внучка, курочка и мышка? Они испугались зайца. Определи и расставь порядок предложений по тексту. Жили-были бабушка, внучка, курочка и мышка. Это первая информация. Вторая. Каждый день они ходили они за водой. Вторая. Третья часть. А под яблонькой зайка сидел. И четвертая. Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Определи и отметь жанр текста. Этот текст, конечно, сказка. Составь один вопрос по содержанию текста. Кто ходил за водой? Кто прыгнул? Составьте и запишите по картинкам два предложения, используя слова описания. Вот по этим картинкам вы должны составить два предложения, используя слова описания. Раскройте скобки и запишите правильно слова с предлогами в предложениях. Асан катается на велосипеде. Айна играет в шахматы. Известный хоккеист играет в хоккей. Быстрый мальчик играет в хоккей. Красивая девочка катается на коньках. Юная фигуристка катается на коньках. Можно составить такие предложения. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам!